Я буду говорить о ночном НРСе, потому что именно с этой ситуацией мамы и папы чаще всего идут к психиатрам. Существует еще дневной НРС и смешанный, это сочетание дневного и ночного. Также встречается и дисфункция мочевого пузыря и многое другое. Диагноз НРС не ставится детям младше 5 лет. Мы можем думать об НРСе, если непроизвольное или преднамеренное испускание мочи в кровати или в одежде происходит с частотой минимум 2 раза в месяц у детей в возрасте с 5 до 7 лет и минимум 1 раз в месяц у детей в возрасте 7 лет или старше. Такая картина наблюдается не менее 3 месяцев подряд. Врач-психиатр должен исключить недержание мочи вследствие эпилептических припадков, неврологических расстройств или как прямое следствие каких-либо анатомических аномалий мочевых путей или любого другого непсихиатрического состояния. Соответственно, необходимы консультации других специалистов. Когда мы рождаемся, мы не умеем контролировать мочеиспускание и учимся этому навыку с возрастом. У младенца процесс мочеиспускания контролирует спинной мозг. Мочевой пузырь опорожняется при наполнении, а также стимулирует мочеиспускание у малыша может кормление, купание или щекотка. В течение первых 3 лет емкость мочевого пузыря растет, ребенок понемногу учится его контролировать. Сначала ребенок осознает наполнение мочевого пузыря, он может сказать: «Мама, я хочу на горшок, пипи», и если вы успели посадить его на горшок, то он не описывает штанишки. Получается, малыш уже понимает, но не может контролировать. Через некоторое время ребенок учится уже контролировать сокращение стенки мочевого пузыря и координировать функцию сфинктера. Если по-простому, он просто учится терпеть. В среднем к 4 годам дети учатся контролировать свое дневное мочеиспускание, ночное чуть позже, где-то к 5-7 годам. Если этот механизм ломается, то возникает дневной, ночной или смешанный НРС. Это стресс в семье. Поэтому не удивляйтесь, если врач начнет интересоваться вашей внутрисемейной обстановкой. Это никак не следствие его излишнего любопытства. Развод, рождение 2-го ребенка, насилие в семье может отражаться на том, как будет протекать НРС. Наказание за мокрые простыни также не способствует улучшению ситуации. Чем сильнее ребенка наказывают, тем дольше он будет страдать от НРСа. К тому же, вероятно, приведет к снижению его самооценки. Большинство детей стесняются своего недуга. Как минимум, они избегают ночевок у друзей, поездок или путешествий. Но сниженная самооценка также запускает порочный круг. Ребенок живет в стрессе, а стресс усиливает НРС. Конечно же, нет смысла сразу идти к психиатру. Прежде нужно обратиться к педиатру и урологу. Стандартно сдается анализ мочи, и ребенок проходит полноценный осмотр специалистов. Врачи просят родителей вести дневник мочеиспускания. Потом может быть приглашен психиатр и психолог. Иглоукалывание и физиотерапия – это недоказанные методы, могут применяться в комплексе, но не стоит возлагать на них основную надежду. Также тренировка на сухой кровати. Это когда активное участие принимают родители, то есть они будят малыша в определенные часы, стараясь подгадать время как можно ближе к моменту непроизвольного мочеиспускания. Будьте внимательны также к рекомендуемым назначениям специалистов. Препараты с недоказанной эффективностью, но часто назначаемые непрофильными специалистами, это наотропил и другие ноотропы, персен, новопосит, витамины А, Е и группы В. Всевозможная фитотерапия, сюда же относится и гипноз, намного эффективнее вышеуказанных методов действует банально, но ожидание. То есть нужно время. Почему? Почти все дети перерастут ночное недержание мочи. По этой причине урологи и педиатры часто рекомендуют отложить лечение до достижения ребенком возраста 6 или 7 лет. Дальше, казалось бы, элементарно, но ограничивайте жидкость. Она должна быть ограничена за 2 часа до сна. Ребенку нужно стараться полностью опорожнить мочевой пузырь перед сном. Есть еще один замечательный способ – это мочевая сигнализация или НРСный будильник.
Я считаю, что это вообще замечательное приспособление и эффективный способ приучить ребенка контролировать мочеиспускание. Посмотрите в интернете и закажите, если эта проблема актуальна для вашего ребенка возрастом старше 7 лет. Это специальное устройство, которое крепится на белье. При малейших признаках влаги прибор сигнализирует вибрацией или звуком, и ребенок просыпается. Далее он может самостоятельно пойти в туалет и полностью опорожнить мочевой пузырь. Так ребенок научится контролировать свои позывы. Что может назначить врач? Десмопрессин – это синтетическая замена антидиуретического гормона, который снижает выработку мочи во время сна. Также могут быть назначены трициклические антидепрессанты – амитриптилин и мипромин. Это препараты с доказанной эффективностью. Объективно, многим детям с энурезом требуется помощь как минимум психолога или психотерапевта, а если присутствует тревога или признаки депрессии, то психиатра. Недержание мочи может быть только вершиной айсберга психологических проблем, от которых страдают дети. Полученная информация не заменяет консультацию врача.